Россия и страны исламского мира привержены политическому урегулированию кризисов. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». На эту встречу собрались политики, общественные и религиозные деятели, главы госучреждений, неправительственных организаций, заинтересованных в диалоге культур. Лавров призвал участников группы обсудить инициативу, предложенную Россией. Она заключается в том, чтобы под эгидой Совбеза ООН провести всестороннее обсуждение проблем терроризма и экстремизма на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Исламский мир действительно переживает нелегкий период, не ослабевают дестабилизирующие тенденции, рост напряженности в межгосударственных отношениях, междоусобицы в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене бросают серьезнейший вызов суверенной государственности и правопорядку, разрушают экономику, оборачиваются страданиями и гибелью людей. На этом фоне, как подчеркнуто в послании президента Российской Федерации, разворачивается активность террористов, которые захватывают значительные территории и координируют свои действия. Разрешите мне с огромным удовольствием и почтением передать вам теплые и сердечные слова приветствия от человека, который, я уверен, вы согласитесь со мной, пользуется заслуженным авторитетом в исламском мире в целом и среди мусульман России в частности, главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Чеченская Республика наращивает возможности России в исламском мире. Рамзан Хаджи Кадыров все больше и больше ассоциируется как политическая фигура, чрезвычайно востребованная в реализации национальных интересов нашей огромной страны на международной арене. Благодаря искренней богобоязненности, неистощимой энергии и патриотической активности Рамзана Кадырова Россия постепенно превращается в один из наиболее влиятельных и способных эффективно отстаивать свои позиции центром мировой исламской солидарности. По сути, ставка на потенциал Чеченской Республики в реализации геостратегических интересов России была фактически сделана самим назначением Ахмата Хаджи Кадырова. Очень скоро новый лидер Чечни проявил себя не только как мудрый политик, но и как талантливый дипломат. В течение рекордно короткого времени ему удалось в ходе важных и, как оказалось, весьма эффективных переговоров и встреч в рамках своих официальных визитов кардинально изменить отношение ближневосточных стран к России и ее политике на Северном Кавказе. Высшая оценка международной деятельности первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова было знаменитое выступление президента России Владимира Владимировича Путина осенью 2005 года в Грозном, в стенах только что избранного парламента Чеченской Республики, в котором было сказано буквально следующее. Россия – самый надежный партнер исламского мира и самый верный защитник его интересов. Также в своем выступлении на заседании группы министр Чеченской Республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации отметил роль Рамзана Кадырова в борьбе с международным терроризмом. По словам Джамбулата Умарова, в противодействии экстремистским группировкам немаловажную роль играет и профилактика. США и их партнеры из Североатлантического альянса, грубо нарушая все нормы международного права и элементарные принципы человечности, толкнули и без того непростой регион в огненно-кровавое месиво. Под видом установления демократии США и НАТО превратили мирные до их вмешательства суверенные государства Тунис, Ливия, Египет, Йемен, Ирак и другие в территории безнаказанного насилия и терроризма. Лишь только Сирия продолжает успешно бороться за свою независимость и государственный суверенитет. Тем не менее, оставаясь реалистами, мы должны были определиться в дальнейших приоритетах с учетом сложившейся ситуации. В одном из своих выступлений касательно расклада сил на Ближнем Востоке и вообще во всем исламском мире, президент России Владимир Путин сказал: «Мы намерены активно работать с новыми властями арабских стран, чтобы оперативно восстановить наши экономические позиции. Вижу реальные предпосылки, чтобы Россия в полной мере сохранила свои ведущие позиции на ближневосточной арене, где у нас всегда было много друзей». В этой связи для реализации поставленной стратегической задачи наиболее эффективным представляется такой региональный лидер, как Рамзан Кадыров. С первого дня руководства новый лидер народов Чеченской Республики показал себя как последовательный продолжатель великого дела своего легендарного отца.
Одним из основных направлений его деятельности стала бескомпромиссная борьба с различными проявлениями международного терроризма как в регионе, так и за его пределами. Своеобразие и новаторство в его эффективной методике состояло в комплексном подходе к искоренению этого страшного зла. С одной стороны, будучи прирожденным воином и талантливым командиром, он практически положил конец северокавказскому террористическому сообществу, уничтожив наиболее одиозных главарей и их приспешников и пособников или предав их справедливому правосудию. С другой стороны, став инициатором амнистирования, он вернул к мирной жизни многих обманутых мусульман, чеченцев, которые сегодня стали его активными сторонниками. Заслужив непререкаемый авторитет во всем исламском мире, эти заслуги, безусловно, способствовали более широкому вовлечению Российской Федерации в деятельность таких влиятельных организаций, как Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества и другие. Благодаря усилиям главы Чеченской Республики и его команды, влияние России на политическую атмосферу в вопросах региональной безопасности на Ближнем Востоке и общее доверие к ней арабо-мусульманского сообщества заметно укрепились и даже возросли. Эти тенденции, в свою очередь, благоприятно сказались на инвестиционной привлекательности и самой России. Только во время своего последнего аравийского турне весной 2014 года Рамзан Кадыров привлек в экономику своей республики, а значит России, финансирование наиболее перспективных девелоперских проектов, строительство отелей, торговых центров, курортов и других объектов инфраструктуры на общую сумму в 128 миллиардов рублей. Уверен, что это только начало.